В бескомпромиссном поединке сошлись спортсмены в весе 42 килограмма. Это полуфинальная встреча, что приближает участников еще на один шаг к золоту, а значит и к путевке на первенство СКФО. Абдулмалик Тутаев в красном наносит очень четкие удары с молниеносной реакцией. Его оппонент в синем не успевает уклоняться от шквала атак. Последняя двоечка Абдулмалика отправляет соперника в нокдаун. Победу боксер одерживает досрочно. Шола бой ярся, первый бой решением корте алырса, второй бой, альхамдулилля, досрочно, корте анонс, третий бой сайсанс, белендали зяхкавел, ческовумус. К примеру Абдулмалика последовал и Ильяс Баркинхоев. У него та же весовая категория, что и предыдущего спортсмена. Не успел судья дать команду бокс, как он обрушил серию ударов на Саид Мухаммада Нальгиева. И тут сразу видно, кто из них готовился усерднее. Саид Мухаммад успешно уклоняется и блокирует удары. И скоро его оппонент выдыхается, что дает возможность взять инициативу в свои руки. Точные удары полностью подавляют агрессию соперника. Как итог, победа. Саид Мухаммад выходит в финал. В субботу ему предстоит сразиться с Абдулмаликом Тутаевым. Сегодня видел, как он дерется. Он неплохо дерется, но я буду лучше боксировать. И стараться лучше, чтобы боксировать. Я буду на дистанции его обыгрывать. Каждый новый бой – еще одна вершина, покорив которую боксер все ближе к заветной цели – золоту. Выиграть будет очень непросто. На первенство республики отобрались около 100 спортсменов. Лучшие из лучших в возрастных категориях 13-14 лет. Это их стартовое первенство. Именно с этого года дети начинают свой карьерный путь в первенстве России. Эти соревнования показательны не только для спортсменов, но и для их тренеров. Каждый наставник достижениями воспитанников демонстрирует свою школу, поэтому накал эмоций за рингом оправдан. Каждый поединок сегодня проходит зрелищно. Эмоциональные и неуступчивые спортсмены задают ритм соревнованиям. Это отмечают и организаторы первенства. На самом деле вот этот уровень, именно этот возраст, он очень удивил нас сегодня. Особенно вот 40 килограмм весовая категория. Мы не ожидали от них вот такого бокса, имеется в виду. Очень хорошие ребята. Именно это у них первая республика, в 10-х годов особенно. Они очень хороший результат показывают сегодня, на сегодняшний день. Сегодня полуфинальные бои, завтра посмотрим, что к чему будет дальше уже. Перед тем, как выступить на первенстве Ингушетии по боксу, все участники прошли тщательный отбор в районных соревнованиях. Они уже доказали, что являются перспективными боксерами, которые могут побороться за звание лучших на высоком уровне. Победителей и призеров ждет выступление на первенстве СКФО. Это предпоследний республиканский отбор в сборную. А дальше тренеры планируют отобрать лучших среди взрослых на чемпионат СКФО. У нас есть на сегодняшний день очень много. Юниоры у нас 3 человека отобрались, забрали свою путевку, готовятся, едут на Россию. Также у нас есть старшие юноши с Карбулака, ребята. Тоже 2 человека отобрались, тоже получили путевки. Но еще отборы впереди у нас. Предстоит еще много отборов. Самый основной старт – это СКФО, который должен пройти в ближайшее время. После отбора у боксеров пройдут сборы в спортивно-тренировочном комплексе «Мужичи». Подготовку они будут проходить под руководством главного тренера сборной Рустама Брандукова. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев. Новости 24.